Перед началом моего ролика хочу вас познакомить с молодым блогером, моим земляком Саидом Оздоевым. Ему 16 лет, он с родителями и братом живет в Германии. На своем канале он рассказывает о своей жизни в Германии, делает обзоры магазинов, распаковки товаров. Друзья, заходите на его канал, если вам будет интересно, подпишитесь, ставьте лайки. Мне тоже будет приятно, так как он мой земляк. Доброе утро, дорогие мои, Эрдик Хелшин. С вами снова Лейла. Вот, сегодня день солнечный, как видите, тепленький. Решила убрать. Там я еще подмела вчера вечером. Покажи. Меня сегодня оператор снимает хорошо, так здорово. Эту половину не успела, и сейчас буду здесь убирать. Хотя, конечно, было бы лучше, если бы это делала и Иврашка. А я бы снимала, да? Как ты думаешь? Ходятся колючки. Осень в этом году хорошая такая, сухая стоит, вообще дождей нет. Люблю запах листвы, который горит. Гуси мои вышли. Не знаю, вы, наверное, будете смеяться, а я почему-то вот люблю и за гусями так наблюдать, и за курями наблюдать. Вот могу вот и час, и полчаса смотреть за ними, как и что. Курочек своих разглядывать. Наверное, глупо. Но не знаю, я люблю живность. Вроде бы, когда надо делать, говоришь, надо. А стал делать, и 10 минут не прошло, как ты все это сделал. Ой, не зря говорят, да есть пословица. Фух, глазам кажется много, а руки делают. Буквально 10 минут. Тут я начала сама, но... Ой, мамочки, колючка застряла. Но и Брашка теперь меня подхватил. Он у меня перемолол корм дробилкой. Еще работает у тебя дробилка? Да.
Еще работает, да? Ну, сейчас. Хотя это уже почти чужой участок, видите, но все-таки почистить свой кусочек и оставить там тоже некрасиво. Придется убрать. Давай сразу вон на костер, на огонь. Не кидай так. Все узнает, что я его снимаю. Сказала, что не буду снимать лица. Погода классная, действительно жарко. Прям я даже распыхалась, как говорится, пока тут что-то делала. Подмести подмела, все убрала. Покажи как. Правда, перышки, ну они улетят. Улетят. Вот сейчас вода теплая, друзья. То скажете, что я холодной водой. Все-таки уже прохладно здесь день, прохладно, оделась. Сейчас вот помою забор. Переживала давно, что он у меня грязный. Забор, труба, вот это. Это было бы идеально, конечно, покрасить эту трубу, но уже не вариант, холодно. По ночам чуть-чуть подмерзает. Весной уже красить будем только весной. Так, сегодня с забором справлюсь, с трубами справлюсь, с воротами справлюсь. И практически все. Малину надо обрезать, но это, наверное, Ибрашка мне обрежет, мне кажется. Пересадить, между прочим, из-за Ибрашки не пересадили. Позавчера хотела пересадить малину, но он у меня отпросился на день рождения. Но мама не устояла. Вот так вот. Все-таки прохладненько, хоть и солнышко. Отмывается самое главное. Сейчас просто отмою, потому что у меня ферри, а потом уже шлангом пройдусь. И все. Вот, друзья, все. Закончила работу. Ну-ка, давай отсюда. Давай отсюда, ничего себе здесь делать. Так, помыла трубы, видите? Все капитально. Ворота помыла все свои. Ой, уже, знаете, надо красить ворота. Ну, наверное, уже весной, может быть. Посмотрим. Что-то года 2-3 тому назад говорили, что 5000 обходится. Не знаю, что будет на будущий год. Но покрасить надо, потому что, во-первых, выцвели. И, во-вторых, они уже сильно покрылись ржавчиной. Так, вот и эту трубу. Но, правда, не очень отмывается. Она старалась. Я тоже бы, конечно, желательно покрасить. Видите, подмела все чисто, красиво. И все вот эти трубы помыла. И забор весь отмыла. Эти пятна не отмываются просто. А так все чистенько, хорошо. Видите, как все-таки чистота, это хорошо. Особенно вот тут вот было очень грязно, где у меня гуси купались. Вот тут вот. И была вот эта стенка была очень грязная. Забор. Вы же видели. Все. Ну теперь у меня душа спокойна. Если даже начнутся дожди, там слякоть, уже чисто. А то если бы начались там дожди или снег, то тут было бы настолько грязно. Так, видите, опять пошла чужая скотина во двор ко мне. Пронарвились к этой кукурузе. Ну, завтра уже, наверное, в мешки сложим ее. Потому что уже она уже сухая. Ну все. Смотрите, как у меня моська улегся на помидоры. Вот пока, как всегда, в любое время, когда бы я не делала засолку, пока эти банки не остынут, она всегда у нас лежит там. Так, я замерзла, пришла, помыла забор, продрогла. Сейчас попью чай и буду готовить обед. Так, друзья, я согрелась, попила чаю и теперь буду готовить нам обед. Все это я подготовила уже. Я хочу сегодня сделать соус с тефтелями. Ну, суп с тефтелями, если так. Просто не суп, а у нас его так называют соус с тефтелями. Мы в кафе его так готовили. И хочу пожарить просто баклажаны, рагу из овощей просто. Из того, что у меня есть. Так. Сейчас. Значит так, на килограмм фарша я добавила 2 большие луковицы и стакан риса. Чуть-чуть отварила его, ну, до полуготовности. И теперь я из всего, конечно, не буду сейчас делать. Я его закину на сегодня себе.
остальное заморожу. Водичка у меня кипит. Пока будет это все кипеть, я еще хочу сделать хингалыш на обед. Мой сын опять приехал, опять или снова уехал вроде бы на 3 недели, на месяц, но у них опять там что-то не так пошло, что-то ему не повезло этот год никак. Поедут на работу, буквально так заработают копейки, только приезжают. И вот, а он у меня большой любитель этих хингалыш, ну, лепешки с тыквой. Будем лепешки с тыквой делать. Сейчас делаю соус с тефтелями, пожарю баклажаны. И по идее уже мне и на ужин ничего сегодня не надо будет готовить. И я сегодня займусь, наверное, скорее всего, мантами, друзья. Самое то, что я переживала, я сделала. На улице, на дворе везде все почистила, вы это видели. Подмела, помыла ворота. Ну, все, что там надо было, что я сделала, вы видели. Короче, друзья, все, теперь сейчас руки смочу и закину на тефтельки. Так, нет, я забыла добавить яйцо. Так, я в холодильник обычно сразу ложу яйца сначала помыть. Потому что иногда мальчики без меня яичницу делают или жарят. И чтобы им не мыть, не заморачиваться всегда, если даже я покупаю лоток яиц, я сразу сначала мою, сушу и кладу их в холодильник. Потому что они долго не задерживаются. У нас в холодильнике все равно от того, что помытые, ничего страшного. А так, зато они помытые. Вот так, мои дорогие. У меня уже мужчин больше дома. Готовить придется больше. Вроде бы говорит, сейчас где-то тоже еще работаем. Им пообещали работу какую-то, не знаю. Но вот никак у этого мальчика не появится работа. Если бы так он нормально себе работу бы нашел, то по идее и жениться бы можно было. Но пока ни в какую не подписывается, пока не устроюсь куда-то нормально на работу, не хочет жениться, надо ведь машину купить сначала, на работу нормально устроиться, только потом женюсь. Вот видите, если бы была у меня дома сноха, то пока я там что-то делаю, она бы приготовила, или наоборот, пока она, может быть, если она там на улице что-то делала, бы я приготовила, и вдвоем бы было намного быстрее, интереснее, и не так бы скучно было. Так, ну ладно, я сейчас отключусь. Как делают тефтели, все знают, но я все-таки решила вам немножко показать. Так, друзья, ну вы, наверное, знаете, но я все равно хочу вам сказать. Обычно, когда я варю тефтели или мясо, я кладу вот так вот целиком лук. Правда, просто целиком был слишком большой. Пол луковицы я положила. А так маленький один лучок. И вот так вот, сейчас покажу морковку. И вот так вот одну морковочку порежу на кусочки. И морковку тоже. Ну, она там у меня внизу, короче, одна морковка. Я сейчас боюсь, пока быстро разломаю эти тефтельки. И немножечко, вот несколько горошин черного перца. Вот так вот. И очень вкусно получается тогда бульон, друзья. Все, теперь пусть пока у меня варятся тефтельки, я тем временем подготовлю, наверное, картошку, зажарку. И сейчас положу тоже и баклажаны начну жарить. Но перед этим быстренько замешу тесто. Так, друзья, я сейчас быстро замешу тесто. Хотя тесто у меня много раз, по-моему, я показываю, но все равно каждый раз говорят снова и снова показать
рецепт теста. Поэтому я все-таки сначала покажу вам. Так, значит, как обычно, в муке делается вот такое вот углубление. Литровая, ну, литр у меня простокваши. Можно кефира, можно сыворотки. Так, столовая ложка соли. И чайная ложка с горкой соды. И все, и замешивается мягкое эластичное тесто. Не спеша, потихонечку, чтобы сразу много муки не забрал наш кефир. А вот так вот потихонечку, потихонечку надо замесить тесто. Так, это все займет. Тефтельки у меня сейчас уже варятся. Не буду вам долго показывать. То будет видео у меня слишком длинное. Да, друзья, еще для аромата я закинула вот такой вот зонтик укропчика. Видите? Он придаст тоже насыщенность, насыщенный такой приятный аромат бульону. Ну вот морковка тоже там видно. Почти сварились у меня сейчас тефтельки. Сейчас вытащу их и процежу бульон. Так, дорогие мои, все, мои тефтельки сварились. Сейчас я их достану. Обязательно процежу бульончик. Картошку я, вы видите, нарезала. Рагу у меня уже жарится. Все свежее, но у меня болгарки не было свежей. Болгарка у меня замороженная. Аромат бульон очень такой приятный. Теперь я быстро процежу бульончик. Так, бульон я процедила. Видите? Видно? И теперь закину картошку. Так. Теперь пока будет жариться картошка, быстро сделаю зажарку. Тефтели я больше кидать не буду. Соус только уже в готовый. Так, и вот, друзья, зажарка у меня закончилась. Ой, зажарка у меня уже готова. Картошка тоже уже сварилась. Я немножко поперчила. Значит, зажарка у меня чуть-чуть болгарского перца, морковка и лук. И немножко вот добавлю паприки. Немножко, чтобы вот раскрылся аромат перца. Немножечко так доварю. Ну, прожарю, вернее. Я стала оговариваться. Так. Овощи мои тоже почти готовы. Сейчас немножко убавлю огонь. Видите? Очень люблю баклажаны. Так вот. Ну, почти готово. Так, теперь зажарку отправим сюда. Наш соус. Видите? Сейчас, не знаю, одной рукой у меня получится или нет, но постараюсь. Так, сейчас минутку. Все. И вот такой вот соус у меня получился. Теперь буквально минут 5 он поварится. И соус мой готов. Добавлю 2 листика лавровых.
Я не очень-то люблю лавровый, но минут 5 он тоже поварится. Потом я его вытащу, чтобы не горчил он в соусе. Аромат очень такой приятный, друзья. Вы, наверное, поверите мне на слово. Так, и зелень у меня замороженная. В конце кину зелень. Ничего, конечно, сложного. Но я просто показала вам, что я приготовила сегодня на обед. Друзья, вот эти вот тефтельки я заморожу. На следующий раз уже как раз будет еще раз могу сделать. Ну, наверное, буду делать не соус, а так в сковороде с картошкой. Густое что-то, наверное, скорее всего. Но это посмотрим там по ходу. Вот так вот поставим. У меня же обычно всегда бывали заморозки в холодильнике. Но вот что-то я не знаю. В этом году никак не получается. Вернее, не в этом году, а этим летом никак не получается. Вот были бы у меня заморозки, вот когда болела, мне было бы так легко все приготовить и что-то делать. А то я так переживала, как маму кормить, чем кормить. Так что заморозки тоже надо делать на экстренные случаи, конечно. А так, в принципе, я люблю все свежее делать. Так, и вот, друзья, будем делать лепешки с тыквой. Я уже 3 спекла. 6 штук только сделала, больше не надо. Я вам просто сейчас одну покажу, долго не буду вам показывать, потому что у меня есть на канале English. Но просто иногда все равно спрашивают, как есть, а как тесто делаете, а как это делаете. Так что вот так вот. Если вам интересно, специально я взвесила комочек теста. 135 грамм, короче, если вы так хотите, взвешивая сделать. Мне кто-то писал, что муки много. Я, друзья, не умею делать ни лепешки, ни такие, ни хинглыш. Ну, короче, мне всегда бывает нужна много мука. Как можно тоньше нужно раскатать. Чем тоньше, тем хингл вкуснее. Вот на половинку кладется начинка. Тыква у меня уже была в морозильнике. Я ее разморозила. Срезанное тесто тоже не выбрасывается, его можно снова сделать. И вот на сухой сковороде все будет печься. Давай. Так, видите, с одной стороны уже спеклась, да и со второй уже немножко еще полежит. Тем временем раскатала уже следующую. Так, друзья, все, мои лепешки с тыквой готовы. Для себя я хочу сделать на сливочном масле. Так, друзья, я никогда не окунаю ни эти лепешки, ни другие лепешки в кипяток. Для себя смажу сливочным маслом. А мальчикам, вернее, мальчик, ну да, мальчикам, Ибрашка не ест. Старшему сыну и Диру намажу топленым маслом. Маме тоже сливочным маслом намажу. Вот так вот. Эти две мне, маме. Эти три этим двоим.
Ай. Старший сын у меня большой любитель этих English. Каждый день бы я их делала, ему бы не надоели. Все, сейчас я накрою стол и покажу вам наш обед. Так, и вот, дорогие мои, плоды моего труда, как говорится, соус с тефтельками, рагу из баклажан, лепешки с тыквой English, ну и все, что еще там. Компотика, правда, оказалось у меня мало, но делать я его сегодня уже пока не успею. Ну, вернее, не сегодня, а на обед. Ну, по стаканчику нам хватит, а так и чаю попить с English. Ну вот, как-то так, друзья. Это наш обед сегодня. Все-таки, когда уже мальчиков, мужчин в доме больше, то уже приходится готовить и больше, и официальнее. А так с Ибрашкой мы так перебивались кое-чем даже иногда, лишь бы маму накормить. Ну вот как-то так, друзья. На этом сегодня я закончу свой влог. Кто ко мне зашел первый раз, если вам не сложно, подпишитесь. Если вам нравится, конечно, подпишитесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну вот как-то так.